нам дає спокой. Дай Бог, що в своєму маренні Єзуса славить голос мой. Jesús моя песня избавления, вечный влада, всемогутный покой, зимня ашура, чего прагнула сумление, не руку подал, шлях до неба показал. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Святую Мишу справую запам'ятую Тетяну, просячи для її радості життя вічного. У володарстві небесним в наших молитвах пам'ятаємо уведення смерті кардинала Святка Казиміжа, просячи його так само радості у володарстві небесним. Дорогі брати і сестри, покорно просим Пана Бога нашого, как освятил гэтую воду, якой мы будем окроплены на успомин наших хросту. Нехай Он допоможе нам заставаться вірними Духу Святому, якого ми прийняли у сакраменті хросту. Усемогутний вічний Боже, а Ти пождавка про воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, были очищены так само наши души и отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти гэтую воду, якою ми будемо умацовані у Твой день, Пане, обнови нас животворчую кровью Твоей ласки и оборони нас от всякого зла, якое погрожает души и тела, как мы отримали Твое избавление в раз Христа, Пана нашего. Аминь. 179. Что обещал я у час решения, щиро усё приймаю. Вот настал день Бога наставления, едности вычитаю. Богу подяку вознесем, кличаю нас у Божий дом, зимы за всё ты правду. Я доверяюся Пану Богу, буду зраком змагаться. Ой, радуй нас справи Бога, дай нам святыми статься. Высняться Ты мой один искатый дар, тут на земле и в небе. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов и прозвать Евхаристичную веру, учинить нас годными брать удел небесной гостин Его владарства, брат Христа, Пана нашего. Слава на вышиях Богу. А на земле упокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богородице небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Ранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, які береш на себе гріхи світу, прийми моління наше, які сидиш праворуч Отця
змилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Всемогутный Боже, будь милосердный до слугов Твоих и помножай и дары своей ласки, как живою верой, надеей и любовью, я не завсёды верно заховали Твои заповеди, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарить в едности Духа Святого, Бог праздну все веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Єремії. Горе пасторам, які губять і розсіюють овечок паші моєї, каже Пан. Тому так каже Пан, Бог Ізраїля, на пасторів, які паслять народ мой. Ви розсіяли овечок моїх і розогнали їх, і не клопотитеся про їх. Ось я покараю вас за злу вчинку вашу, каже Пан. Я зберу оцалілих овечок моїх з усіх землів, по які я прогнав їх, і верну їх у овчарню ихнюю, и будут плодиться и помножаться, и поставлю над ними пасторов, які будуть пасвить их, и больше не будут полохаться и бояться, и никто не згубится, каже Пан. Вось настанут дни, каже Пан, и обуджу для Давида паросток справедливый, и запанує король, и будет им мудрым, и будет шенить правосудие и справедливость на земле. В дни Иона избавленный будет Юда, а Израиль будет жить в доспеце. И вось имя Иона, яким будут называть его. Пан – наша справедливость. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан пастырь мой, не буду медь нестачи. Пан пастырь мой, не буду медь нестачи. Пан пастырь мой, не учил, не буду медь нестачи. И он дозволяет спочивать мне на зеленых пашах, да водам спокойных веди меня, и он душу мою оживляет. Пан пастырь мой, не буду медь нестачи. Накеровай меня на стежки справедливости, деля имя своего. Коли навод пойду долиной сирот наготею, не буду бояться зла, бо ты со мною. Твой жезл и твой посох, яны меня утешают. Пан пастырь мой, не буду медь нестачи. Ты стол для меня накрываешь на очах моих ворогов, намашиваешь голову мою олеем, келих мой переполненный. Пан пастырь мой, не буду медь нестачи. Сапраўды добрыня и милосердность Твоя будут со мною во все дни життя моего, и поселюся я в доме Пана на долгие дни. Пан
Читание послания святого апостола Павла до Ефесцам. Браты, теперь во Христе Иисусе вы, які колись были далеко, сталися близкими, дякуючи крові Христа. Моем мир наш, який вчинив одно и другое один в мудрости, что призывал у теле своем. А закон заповедел изнившим научанием, как с двух створить у себе одного нового человека, усталенный мир, и в одном теле знал примирить одних и других с Богом, кто скрыш, забивший на их ворожесть, и пришедший ему ввестил мир вам, якие далеко, и мир тым, якие близко. Образ его мы одни и другие маем доступ по одному духу до Отца. Это Слово Божие. Дякуємо Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Овечки мои слухають голос мой, каже Павел, і я ведаю їх, і вони йдуть за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Марка. Слава Тобі. У той час собралися апостолы Каля Иисуса и рассказали ему все, что зробили и чему научили. И он сказал им: «Пойдите одни у пустынное место и крыху отпочните, бо так шмат людей приходило и отходило, что навіть не было им коли поести. И отплыли яны у пустынное место на човне одни. И убачили, что яны отплыли, и шмат хто доведавшися пешки, збеглися туди з усіх городов і опередили їх. Вийшовши, Єсус убачив мноство людей і злітався над ними, бо вони були як овечки без пастира, і почав їх учить многому. Гэта слово Пана. Слава Тобі, Христе. Браты и сестры, памятаем, что тыдзень тому назад Пан Иисус, высылая апостолов, не одних, а по двое. Идите по двое, но коли кто будет научать неправильно, то другие его стянут. В який способ? Ну, стянет на землю, скажешь, что ты говоришь, ты сам так не поступаешь. А лепей всего по двое тых, кто знает один одного вельми добра. Бо коли справді хтось мене добре знає, то я не буду учити того, чого я сам не виконую. А не буду говорить то, что я так само сам стараюсь выполнить. Поэтому Пан Иисус посылает по двое. Сегодня вы бачили, что Пан Иисус говорит: идите одни, сами, на пустынное место. Мало того, что одни вести, да еще вести на пустынное место. Чему? Его на пустыне, где человек может встретиться с кем? Ну, сам с собой. Это наигорше. Можно встретить 1000 людей, можно перед кимсти быть, перед маленьким детем, как маленькие дети. Ты хорошенькая девочка. Перед нашим начальством мы так: пан директор, добрый день, ой, добро сегодня видите. Ну, потому что дома мы совсем иначе поводим. Еще 10 перед нашими дядулями, бабулями, еще иначе. У кожному месте мы з'являємося, тут Євангелій сьогоднішній Єсус Христос питає: а ти який сам? Іди познай на пустиню. Я тобі не скажу, який ти з'являєшся. Ти повинен сам відкрити. Бо коли я тобі скажу, який ти єсть, то я тобі напрошу, може, свій темп життя. А Єсус Христос говорить: я не хочу. Иди сам один на пустынное место. Шмат знакомыми размовляю, которые выезжаете там, пока больше своих знакомых, говорить: мы над морем поехали. Над морем людей, таким горячим летом, нема де навіть кот расти, голова возле головы, в очереди зовсім стоять, аж страх. Говорить так: нема як протолкнуться, нема навіть где-то у воду вести, вот так все запхано. А его там никаких не полей.
трошки за Владиславова, там повітря, що на пляжі нікого нема. Та не сама вода, такий самий чистий пляж, там, де ви. Чому? Бо люди йдуть там, де добре. Бо коли там, де є много людей, я подумав, я не ошибусь, тут много людей, тут добре. А там, де нема нікого, може я нічого попав, може не эта вода, может случиться другая вода. Хоть море то же самое, песок то же самое, может вода другая. И человек пробует себе, что занести место, там, где все говорят, там добре. А там, где я сам, може трудно, десь в місці знаходжуся. Так само знайомі говорять, часами ходять на якісь там концерти, часами приїжджають, там якісь джазмени такі, там вибивають вельми моцно на бас-гітари, на гітари, губ такі, люди купляють білети, под зонтиками, после самых колонок, можно сказать, там, где там вместит себе 1500 ваттов музыки, и при этом идут себе неповажные размовы. Там голосу свого не чуєш, ти говориш на когось, а ти хочеш почути хтось, і ти говориш. Бо чому? Бо всі там, і я там, якщо всі там, я ж не дурак. Я не помилився, я в добру направку йду. І сьогодні, брати і сестри, заправди, Єсус Христос хоче нам звернути на це увагу. Говорить, идите сами на пустыню, сам, один. Иди и попробуй споткаться с Паном Богом. Найди это пустое место и заполни его Богом. Ну, справді, як я вам сказав 2 тижні тому назад, пам'ятаєте, що є у чоловіка місце, воно пустое, Божье место, чи я хочу заполнить Богом, чи нет. Это залежит от меня. Мы очень часто в сучасном свете человека хочет обмануть. Несколько десятков годов тому назад в Италии сформировалась такая банда людей, африканчиков, людей, которые робили фокусы-фокусы. Забавная вещь. Обманули людей на $1 миллион, евро просили раз, может нам не больше. Шмат людей. Ни одного человека обманули, а сотки, тысяч людей обманули. Какой способ? Приходили 10 там людное место, и мы показывали фокусы. Вынимал кто-то 100 евро, клал на бумажку чистую, и за 3 минуты на этой чистой бумажке вынимался 200 евро. Люди начали в это начали приносить банкноты. Классно, 100 евро, это мало, 500 евро. Вот если 500 евро, там фокус, 1500 евро пропали. И так, важная справа была. И кто-то верил, 200 находились этих фокусов. И еще одна женщина натянула так само, чаровница, якась там такая, натянула другую женщину на 30 тысяч евро. Чему? На что? Бо она присылала смс до мужа, який помог десь. Я брат на эти смс так само отримувала и читала. На 30 тысяч евро смс. Дорогі смс, не знаю, що взагалі такі. Чому це твориться в Італії? Хтось писав, Італія, ось край, який шмат святиню, забрали там шмат святиню, ось Ватикан, там Папа Римський, ксяндзи, кардинали, ну там все відбувається, шмат пілігримів туди відбувається, так. Але, брати і сестри, уже у ті годи у Італії було тільки 30 тисяч ксяндзов, а 150 тисяч чаровниць. Які там щось 150 тисяч. Уже у ті годи в Італії можна було включити телебачення і глядіти на 5 програмах різні речі, де були різні якраз по-нашому сьогодні екстрасенси, там різні чаровниці чарували. І люди почали вірити. Бо як нема Бога, то треба запомнити щось, що треба вірити. Нема Бога, треба починає вірити. Так жодного. Нема Бога, я починаю вірити в якісь так крики, забобони і так далі, і так далі. Хоча цю пустоту треба було би запомнити. Єсус Христос говорить, іди на пустиню і погляди, що тебе в серці, чим ти наповнений. Чи, може, треба обратно вилізти його начинення, а може його поднути і попробувати склеїти, як то було начинення. Може, кругле, може, діраве, а не Боже начинення. Как ты являешься Божьим детем. Мы ведь часто думаем, что нас якась ситуація, або Бог хоче нас покривдити, бо щось тяжке в нашому житті відбувається. В одному із казань я бачу оповідання про жовніра, який десь там служив в вельми далекому місці, і колись знайшов маленького мужа, він ненавидів мужа. Постановив його адаптувати.
прыручыць. Гэты муж далей быў ядавіты. Ён гэтага мужа карміў у дзяцінстве яйкамі якімісьці. Ніхто не ведаў, калі ўжо гэты муж быў, ён дзікі быў таксама. Ён нікога не слухаўся толькі гэтага чалавека, гэтага жаўнера. І гэты мужок хадзіў у заплечніку. Пэўны раз пашоў на зведкі, ці ў разведку дзесьці. І ў гэтай разведцы праснуў. Вядома, замучаны чалавек, калі абудзіўся, муж якісьці спосаб выжыў з гэтага заплечніка. І калі абудзіўся, убачыў, што муж стаіць у пастане агрэсіі, атаку. Вельмі добра знаўся на гэтых мужах, што нельзя дергаться с места, нельзя даже пошевелиться, иначе нельзя такое. 5 минут так стоял, 10, 15, 20 хвилин. Уже тут розные мысли приходили, по 30 хвилинах. Чего до меня никто не подходит, чего никто не бачит, что меня не мать, здесь там только участие войсковое, я повинен уже вернуться. Чего никто не интересуется мной. 45 хвилин ровно так сидел и убийц тут, не шевелился. Погодили, муж схилил голову и отполз здесь. Вот я такі зденерований, говорю, як споткаю тебе хана, справу сразу мужика. Та за трубу просто, заберу тебе. Коли по якимсь часі вернувся этот чоловік військовий у jednostку свою ділу на полігоні, там ніхто не жив. Все были просто, была облава, всіх позабивали. А в повний моменті, коли чоловік не видел, а муж видел не было вместе прочуть. Одна история. Другая история. Есть такие фильмы рендерсцены в интернете, где другой фильм тоже показано, едет женщина автомобилем, ночь темная. В каком моменте автомобиль затормовывается. И она пробует его завести не может, никакий способ. Пробует завести автомобиль и начинает паниковать, что ей треба ехать. Еще до этого подносит голову и убачит у что кто-то приближается. Бачить якийсь чоловік з кривим тваром, якийсь теж дурачковатий, вообще виглядить страшно, якийсь оборваний. В эту страху закриває усі окна. Этот чоловік починає стукати в окно, щось і говорить, а в этой паниці не хоче слухати, то кричить і єнчить. І він починає бити в этой шибы. І не ведає, що зробити, эта женщина не ведає, що зробити. Він бере камінь, десь знайшов камінь, починає вибивати шибу. Открывает дверь, начинает вытягивать эту женщину и накрывается руками за керовницу, никто не хочет отпустить. В какой моменте силы эту женщину опускает, и этот продолговатый человек, сопроводный страшный человек, еще на ночь вытягивая эту женщину. И за какую-то хвилину неполную поезд, ударая в этот автомобиль, оказалось, что он затримался на железнодорожном переезде, и на этого не зауважено. А этот трошки продолговатый мужичок, він ведав, що туди кожен день їздить поезд, і що в эту годину буде їхати. Он спас її. Брати і сестри, так часами в нашому житті. Якась нам буде дурна справа, нас вириває з нашого життя. І ми все кружиться, все валиться, ми нарікаємо на Пана Бога, на всіх близьких, що ніхто нам не допомагає. А оказується, це наша справа, яка нас має спасти. І спасає, може, від якогось неважного граху, ситуації, вельми небезпечної, може, для нас, для наших близьких, ми не ведаємо. А мы нарекаем, мы этого не бачим. И мы тримаемся за роль нашего життя и не хочем его пустить. А Бог говорит, оторвися, погибнешь. И на разные способы пробуют тебя выйти. Врятувати. Брати і сестри, це правди. Ми сьогодні проспівали вільні того життя. Пан, пастир мой, не буду міць нестачі. Це правди. Эти слова мы их давали, что мы понимаем для своего сердца, что Пан, пастырь мой, я ни в чем не буду иметь нестачи. Вчера, может, 10 там так, Пане Боже, а я глядаюсь назад. И когда я прихожу слово, Пан, пастырь мой, ни в чем не буду иметь нестачи, но дозволяет спочивать мне на зеленых пашах, до водов спокойных веди мне, и душу мою поживляя, накировывая меня на стежки справедливости, дели имя своего. Коли навод пойду долиной смиротного тени, не буду бояться зла, вот ты со мною, Пане, твой жест и твой посох меня утешают. Ты стол для меня накрываешь, на очах моих ворогов, намощаешь голову мою аллею, ты робишь меня королем, выше, чем все остальные. Келих мой переполненный ты мне даешь, за правды. Добриня и милосердность твоя будут со мною во все дни життя моего. И поселюся у доме Пана на долгие дни. Бо хто это? Пан, пастырь мой, ни в чем не буду иметь нестачи. Сестра Фаустина, описывая
ситуацию, яка відбулася після одної імші святої Парамни, коли вона після Парамни імши, ну, це був час триденський імши, звісно, з раниці, імши треба заховати пост евхаристичний от 12 годин ночі до імши, тому імши з раниці. По вельми Парамной святой імши вышла в огород, как разважать над Божьей милосердностью. И когда так ходила и разважала, в огороде з'явився після Пан Ісус. І задав питання: сестра Фаустина, що ти робиш? А вона побачила: Єсу, розважаю над твоєю милосердністю. Яка вона пригожа, що подарував кожному і хочеш пробачити. І тоді сестра Фаустина питає: Пане Єсу, а ти що тут робиш? Вот, а я пришел тебе дать шалфейки ласки на сегодняшний день, какие ты потребуешь. Тебе, вот для тех, кто в особливый способ, разважая над моей милосердностью, я хочу в особливый способ одарить потребными ласками. И читаем в дневнику Святой Фаустины, что в этот день сестра Фаустина была переполнена Божьими ласками, что в этот день в этих працах, в этих обов'язках, які вона виконувала, він йому відпочинок. І що в цьому огороді, в яким зазвичай було шмат людей, не було ні одної душі, бо Пан Ісус зробив так, вона могла у вольну хвилину прийти і відпочити. Чому? Бо Пан, пастир мой, ні вчить, не буду мати достатньо. Амінь. Вірувати не до Бога, а й за всіма Бога. Славиться неба и земли, всего вашего и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первости веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророку, веру в один и святый католицкий апостольский костел, признаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилых и життя вечного в будущем свете. Mocowanie Duchem Świętym uzniosie wraz Jezusa Chrysta wspólne modlitwy do Boga Ojca. Молимся за святый костел, как он давал сучасному свету приклад едности и любови. Тебе просим, Выслухай наш Пане. молимся за нашу общину, как про заступництво святых нашей земли, и она отримала Божью допомогу и благословение. Тебе просим, Выслухай наш Пане. молимся за нехристианские народы, как они познали коштовности, які об'явив світу Єсус Христос. Тебе просим, Выслухай наш Пане. молимся за христианские семьи, как свою едность и мощь Духа они черпали с убольного уделу у Евхаристии. Тебе просим, Выслухай наш Пане. молимся за людей, які знаходяться на спочинку, как они обновили свои силы и умацовалися у веры. Тебе просим, Выслухай наш Пане. молимся за нас, собраних коло алтаря Пана, как в встрече с Христом у часе святой мши
содейничали нашему заправному духовному возрастанию. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, Ante Tatiana, сама кардинала Świątka, как добрый Бог принял их у Володарства Небесное, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, дякуем за вещь, что Ты нас вислуховуєш, неизменно торгай своей любовью, раз Христа, Пана нашего. Аминь. 302. Дух Святый до нас, дай нас окутить, ласка Твоя. Да хранися, Дух Святый до нас, дай нас окутить, ласка Твоя. Да хранися, Дух Святый до нас. Молитесь, как мою и вашу охрану принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. У всемогутный Боже, Ты всех веры Старого Завета завели единой досконалой верой. Прими дары отданных Тебе слухов, як принял дары справедливого Авля и освяти, как то, что каждый из нас славно хвалу Твою величи послужило всем на славление раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Гору серце Узносим ім'я Пана. дякуєм Пану Богу нашому. Правды Богновета и справедлива, слушна и избавлена, как мы завсёды и всюды Тебе складали подяку. Пане святый, Отче всемогутный, вечный и Божа, праз Христа Пана нашего. Боем злитости до грешного человечества народился с Панны Марии. Праз Твою муку на крижи вызволил нас от вечной смерти, а праз Твое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с ангелами, архангелами и всеми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом зими ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог усіх могутній, небо і земля, повніє хвали Твоєї, осанна вишиня, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана, осанна вишиня. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святости, тому в едности с усім Костелом в перший день тыдня, калі Jesús Христос у вас трохи спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа
просим Тебе, усемогутный Божа, освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте z tego się, bo гэта jest ciało moje, jakie za was będzie wydane». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składając i podał swoim uczniom, кажучи: «Wierzycie i picie z niego się, bo это jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта великая таямница веры, Обещай смерть свою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и желаем Твою присягу хвале. Wspominający śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаля в любви разом с Папом нашим Францишком, Biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, про Тетяну і про всіх, хто власти Твоє прийшов з этого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Парной Мариной, со святым Юзефом и Необранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном, Павлом другим, сестрой Фаустиной и всеми святыми, которые с веку подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе Божа Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша навеки хвала, разу все веки вечные. Молимся, Дайца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от зла. Просим Тебе, Пане, збав нас, а всього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были заусёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прийща спасти нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкав и згодна с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, и живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана,
нехай заўсёды будзе з вами. І з духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, одари нас упокой. Ось бараnek Божий, ось той, хто бере на себе гріхи світу, благословлений, покликаний на вечерю явоною. Пане, я не варта, как ты вошел до меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 23. Твои приходим с верой, щирым сердцем полны веры, что под видом скрытых хлеба придет Бог правдивый с неба. Милость Бога заяснела, яснянем век своем тело, наполнину споживати, как расцветана справляти. Есть народ ты моцы Божа, зразуміть тебе, хто може. Ти для грешних справедливий, і для добрих милостивий. Хоть анёлы в небе близко, пред тобою павши низко, вся ж на твою споглядаюсь, живет Бога нам не знаю. Над анёлом Бог проверку, там не дал я человеку приступать до Бога смело, споживать явно тело. Я такое водевание, как во мне не пробывание,
Поклони пред тобою, ласку май над грешним мною, хай живи з тобою, Пана, аж на віки вічні. Амен. Номер 306. Молимся. Просим Ciebie, Boże, domarzy miłościwa Twojemu narodu, jaki Ty wzmocnił najświęciejszych sakramentami uczynika Propagiju, Chrystaru i Rachowność, wierajszą do nowego życia w cnotach, raz Chrysta Pana naszego. Amen. Objawy 22 lipня у понеділок свята Святої Марії Магдалени, 23 вівторок свята Святої Бригіди, законниці, опікунки Європи, 24 успомин Святого Шварбеля, презбітера, 25 липня у четверг свята святих Якуба Апостола і Святого Криштофа. 26-го у п'ятницю свята святих Яхіма і Ганни, батьков найсвятішої Панни Марії. 28 липня у наступну неділю після кожної святої мши, а так само 26 липня відбудеться благословення транспортних сродків з нагоди успомину Святого Криштофа. Будемо молитися за всіх водителів. Сегодня неделя инвестиционная. Дякую за всех яры, складенные подчас Святой Мши. Дякую за дарование на будову святыни, за спев ее браму литургичной, за прибирание каплицы. Тим, хто дежурив, помолимся за тих, хто дні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей. За добродіїв хиродавців наших монахів, так само обнови добродіїв будівництва санктуарі. Божої милосердності за нас, кожного доручаючи пасуху, опеці Матці Божої, Руженцової Твоєї, обороні отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Есть такая песня польская, пилигримковая. Каждый день, когда я ходил на пилигримки, мы ее спевали. Она такая вельми легкая и звучит так. Dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś,
написано, что означает «добро, что вы есть». И говорите направо, налево, что вы приходите в эту святыню. Вот это, нехай добрый Бог вам благословляет на целый тыдень. Примите Божие благословение, нехай нас наполнится правдой радостью и спокоем. Пан з вами. И с духом твоим. Нехай вас благословляет Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокої Христа. Дякуємо Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нашу змагання, будь нам обороною, супроть спокуси і мастер злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас благодушнують по світі. за наших близьких померлих, за померлую Тетяну, так само кардинала Казиміра Святка, Анюбанський свістового Пані Марії. Зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная тими женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ось я, слуга Панська. Нехай не станется поодаль Твоего слова. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная тими женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Слово сталося тілом. И поселилась между нами. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная тими женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молися за нас, Святая Богородица. Остались мы годными к наказанию Христову. Молимся, о всемогутный вечный Боже, просим Тебе, ули в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши бразоверское звествование, утеловление Христа Твоего Сына, разлуку Его и крышку недоведенные до хвалы у воскрешения праз Христа Пана нашего. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я ласка веку теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Добрый Єзу наш Пане, Дай им вечное спочивание. нехай відпочивають у супокої вічним. Аминь. Номер 94. Да тебе, Мати, унесу я молитву. Пожалуй, как Иисус жив во мне. Девиёст, святый Дух приходит. Девиёст, небо вашу я. Мати ты, брама до неба, мое небо, это твой сын. Забери до своего лона, как я стал чистым, як лёд. Нехай буде похвалений Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален. Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален.